Добрый вечер. Сегодня 554-й день аннексии Крыма. В эфире «Заман». Скандальную парикмахерскую в Симферополе посетили сотрудники Госкомитета по межнациональным отношениям. Ранее парикмахер Рустем Сиитов и хозяйка салона Наталья Радостина направили жалобы в Госкомнац. Между ними разгорелся конфликт, потому что директор парикмахерской запретила своему сотруднику разговаривать на крымско-татарском языке и совершать намаз на работе. Все сотрудники парикмахерской написали разъяснительные относительно того дня, когда произошел конфликт. У нее жалобы были, что я якобы всех заставляю разговаривать на крымско-татарском языке, хотя этого не было никогда. Я человек такой, что свои идеи я никому не привязываю. Я как бы спокойно к этому отношусь. И еще там было написано, что я якобы с ней общий язык не могу найти. И со всеми сотрудниками, которые со мной работают. Если глава российской администрации полуострова Сергей Аксенов не явится на допрос в прокуратуру Крыма, его объявят в международный розыск. Об этом заявили в прокуратуре Крыма. Аксенова обвиняют в хищении имущества Артека и передаче его России, а также в злоупотреблении служебным положением, причинившим Украине ущерб в особо крупных размерах. Аксенов уже получил повестку и прокомментировал это на своей странице в Facebook. По его словам, появление таких писем свидетельствует о неадекватности власти в Киеве. Аксенов подчеркнул, автономная республика Крым прекратила свое существование 18 марта прошлого года. Якщо він 8 вересня не з'явиться на допит до слідчого, ми звертаємося відповідно до закону встановленого порядку до суду і з метою оголошення його в розшук. Для Аксьонова не то, що Автономна Республіка Крим, для нього України, напевно, вже немає. Але це його, знаєте, така неадекватна думка. І ми знаємо, українська приказка, хто думкою багатіє. В Евпаторийском Хан-Джами не могут определиться с имамом и руководством мечети. Противостояние между Духовным управлением мусульман Крыма и Таврическим муфтиятом набирает обороты. Согласно решению суда, местная религиозная община, а это представители Таврического муфтията, обязаны беспрепятственно пускать в мечеть имама, которого назначил Думк. Последний приехал в Хан-Джами с полицейскими и требовал ключи от мечети. Представители Таврического муфтията ему отказали и посоветовали обратиться в суд. Ключи вам нужны для чего? Чтобы периодически закрывать? Чтобы быть хозяином? Но можно быть хозяином, быть и без ключей. А ключи предполагают закрытие доступа. Без комментариев. Давайте не будем лишней политики устраивать, ни к чему дальше. Причем здесь без комментариев? Ты как имам, ты же представляешь... Как вы можете быть хозяином, если хозяева здесь и местные мусульмане? У собаки бывают хозяин, а здесь люди, которые пользуются этим помещением. Что ты себе позволяешь? Если вы считаете, если вы претендуете на проведение молитвы, то, пожалуйста, установите о том, кто должен проводить, этот имам или другой, уже, в рамках другого, решаем, да? Нет, в рамках другого судебного производства совершенно. То есть, если вы захотите провести здесь молитву, то есть поставить своего имама, и вам в этом препятствует, так это отдельный иск должен быть. Отдельный иск, да? По крайней мере, по этому иску у вас есть уже беспрепятственный доступ. В крымской столице может появиться море, а территория города увеличится в 17 раз. Российское правительство Крыма намерено объединить Симферополь и Симферопольский район. Подробнее в сюжете. Симферополь может стать прибрежным городом. Власть республики намерена объединить Симферополь и Симферопольский район. Как известно, к району относится и село Николаевка, имеющее выход к морю. Главной положительной стороной объединения называют расширение территории Симферополя. На данный момент население крымской столицы насчитывает 332 тысячи человек. Его площадь – 107 квадратных километров. Площадь Симферопольского района составляет 1753 квадратных километра при населении в 152 тысячи человек. Сторонники присоединения района к Симферополю уверены, это поможет решить жилищную проблему. На землях района можно выделять участки нуждающимся симферопольцам, строить предприятия и жилье по всевозможным федеральным программам. Все равно централизованное управление лучше, чем разбитое на части. Я не против насчет этого. Даже будем знать, что люди с района будет одно место обращаться. Если учитывать, что опять-таки транспортная нагрузка и в целом нагрузка на город растет и в перспективе будет расти, то, наверное, город должен куда-то расти. Поэтому, может быть, идея не такая уж и плохая. Другой вопрос, что за этим последует, но это сложно сказать и нам.
Жители ближайших поселков только рады присоединению к городу. Молодежная, Давыдовка, Акрополис и так находятся в нескольких километрах от черты города. Получение нового статуса поможет жителям этих поселков решить многие проблемы. Я считаю, что нам это нужно, стать частью города. У нас такое сейчас положение, мы не знаем, к кому относиться. Ни к поселку молодежной и к какому району. А так будем уже точно знать, что мы относимся к Симферополю. Решить, я думаю, и с оформлением дома, и с этими членскими взносами бесконечными, и непонятно, куда мы даем деньги, кому отдаем деньги. Ну, а так будет все ясно. По квитанции все, Крымгаз, значит, газ. Плохо работает автомобильное сообщение. Люди страдают, особенно по выходным. Не хватает маршрутных вот этих автобусов. И люди постоянно пешком. Это нестабильно, нерегулярно. И вечно, если в субботу куда-то надо рано утром, это ты опаздываешь, это надо идти пешком вокруг Ашана. Городская власть обещает сельским районам создание новых рабочих мест, налаживание инфраструктуры. Но противники объединения считают, что это огромные затраты для Симферополя, который не справляется даже со своими проблемами. В Симферопольском районе придется наладить водоснабжение, транспортную систему, отремонтировать дороги. Я считаю, что это отрицательное решение, потому что у нас и так много проблем в самом Симферополе. Даже вот эта улица, которую сначала положили асфальт, потом его снесли и так далее. Лучше сначала организовать все движение в Симферополе, как минимум движение. Тоже водоснабжение, иногда электричество пропадает, а потом уже присоединять к себе остальные территории Крыма. К Симферопольскому району относятся и отдаленные села, такие как Скворцово или Кольчугино. Многие жители таких сел не рвутся в город. Если сейчас со своими проблемами селяне обращаются напрямую к сельскому главе, то после присоединения им придется вставать в очередь на прием к главе администрации, к которому и сейчас трудно попасть даже симферопольцам. Виктория живет в поселке Грэс. Раньше он относился к Симферопольскому району. Потом поселок внесли в черту города. Виктория рассказывает, стало только хуже. Поселковый совет у нас занимался уборкой территории. Подстригал кустик, садил цветочки. Сейчас у нас грязь неимоверная, приедьте, посмотрите. И стало очень плохо. Парк никто не стрижет, никто не подметает, траву не косит. Никто ничего за это лето не сделал. Поэтому, если идти по этой аналогии, все может быть стать гораздо хуже. Есть ответственные на местах, а так централизованно не найдешь крайних, кто это будет что-то делать. Глава администрации города Геннадий Бахарев считает, что данный опыт станет пилотным для старта территориально-административной реформы на территории республики. Среди плюсов объединения глава администрации Симферополя назвал рост инвестиционной привлекательности региона и комплексное развитие территории. Рабочей группе до 20 сентября поручено провести анализ возможных потенциальных рисков и положительных последствий преобразования муниципальных образований. На улице Жуковского в Симферополе продолжается ремонт проезжей части. Одну из центральных улиц города не узнать. Там, где росли деревья и кустарники, теперь заасфальтированные тротуары. Вырубка деревьев продолжается. Теперь на месте сквера на перекрестке улиц Жуковского и Гоголя будет автомобильная парковка. Да, озверели люди. Действительно, дышать нечем. Центр города, и так машин дофига стоит. Куда еще? Я не знаю, я отрицательно к этому отношусь. Парковка, я считаю, нужна, потому что вдоль дороги стоят очень много машин и затрудняют движение. Жуковского, видимо, они пустят еще дополнительные маршрутки, чтобы развязать основные улицы. К тому, что вырубили деревья, в принципе, плохо, а другого выхода, судя по всему, и нет. Правильно делать, только деревья убирать нельзя. Это плохо, что срубили. Отличные деревья были. Они должны быть расти до 300 лет. А им еще 100 не было, их после войны посадили. Их всех вырубили и насажали мелочь. Это первое. Но самое главное, на том перекрестке всегда озеро. И вот они там что-то делают, а никто не думает эту низменность убрать, чтобы не было озера. Люди не могут пройти. В Крыму с 1 октября вырастет стоимость проезда в городском и пригородном транспорте на 20%. Цена билета на троллейбус пока расти не будет. Об этом сообщила председатель Государственного комитета по ценам и тарифам Российской администрации Крыма Ольга Егошина. Так, с октября одна поездка в общественном транспорте в Симферополе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Ялте, Джанкое и Керчи обойдется в 12 рублей. В Бахчисарае – 11 рублей. В Армянске, Красноперекопске, Судаке и Саках – 10 рублей. Повышение тарифов связано с подорожанием топлива и для увеличения зарплаты персонала.
Ани Лорак, Таисию Павали хотят лишить звания народного артиста Украины. Народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Мельничук зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о лишении, цитирую, пророссийских и просепаратистских деятелей культуры звания «Народный артист Украины». Также этого звания предлагается лишить Иосифа Кобзона и Николая Баскова. Российский певец Олег Газманов выложил в социальные сети фотографии с отдыха в Крыму. В частности, артист щеголяет фото, где он на фоне военной техники. Олег Газманов является персоной нон-грата в Украине из-за того, что он неоднократно выражал свою поддержку действиям российской власти в отношении агрессии против Украины и аннексии Крыма. Россиян призвали быть готовыми к сильным колебаниям рубля. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что динамика курса национальной валюты России сильно зависит от сырьевых цен. Доллар на московской бирже поднялся до 67 рублей 27 копеек, евро до 75 рублей 55 копеек. Официальные курсы установлены Центробанком на 4 сентября 67.01 и 75.27 соответственно. Касается рубля, так же, как и вся макроэкономическая ситуация, она будет очень волатильна. Все последующие годы. Нужно к этому готовиться. Какой будет динамика рубля, я не берусь сейчас предсказывать, потому что это, к сожалению, в нашей стране во многом зависит от динамики цен на сырье. Пока мы пришли к окончанию сырьевого суперцикла, скорее всего, что в ближайшие годы мы вряд ли увидим очень высокие цены на нефть, но я надеюсь, что будет некая стабилизация. Кадры, взволновавшие сердца всего мира. Тело трехлетнего малыша Айлана Кудри вынесло волнами на турецкий берег. Десятки тел сирийских беженцев в последние дни находят в прибрежной полосе. Тетя мальчика Тима Кудри живет в Канаде. Женщина говорит, что пыталась помочь семье брата, отцу Айлана Абдулле Кудри, получить убежище в Канаде, но заявка не имела успеха. Гробы с телами жены и двух сыновей Кудри доставили в аэропорт Стамбула. Канада предложила предоставить убежище осиротевшему мужчине. Однако все, чего он пока хочет, вернуться в Сирию и похоронить семью в городе Кабан, откуда они родом. Лето 2015-го вошло в историю как самое теплое за последние 125 лет. Жара за прошедшее лето наблюдалась в северном полушарии Земли, на Ближнем и Среднем Востоке, в Европе, Мексике, в западных штатах США. На этих территориях температура была более чем на 3 градуса выше нормы. Это все новости на этот час. Хороших выходных и всего доброго.